Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Садитесь. Ребята, сегодня у нас необычный урок. Открытый урок на тему Лев Николаевич Толстой, «Кавказский пленник». 4-я, 5-я часть. Мы знаем, ребята, на прошлом уроке мы изучили эту тему. Кто мне скажет, о чем будет идти речь на этом уроке? Так. О войне. Так. Скажите, пожалуйста, О Жилине и Костылине, которые попали в Кавказский плен. Они попали в плен. Да. Садитесь. Прежде чем начать наш урок, давайте мы с вами вспомним, то есть проверка домашнего задания «Мозговая атака». Как называлось имение, в котором прошло детство Толстого? Кто мне скажет, ребята? Так, пожалуйста. Давайте, ребята. Детство Толстого Прошло в Ясной Поляне. в Ясной Поляне. Хорошо, спасибо. В какой войне принимал участие отец Толстого? Пожалуйста. Да. Отец Толстого участвовал в войне Кавказской и Татарской. Да. Хорошо. В каком университете учился Толстой? Так, кто еще ответит, пожалуйста? Пожалуйста, кто-то. Толстой обучился в Казанском университете. Казанском университете. Хорошо, садитесь. Что вам известно о педагогической деятельности Толстого? Кто мне скажет? Кем он был для нас? Мы прекрасно знаем, что он был писателем. Еще. Писатель, и он вырос богатый в семье, и он учился в академии. Хорошо. Так, молодец. Кроме авторов работы, ребята. Хорошо. Он был известен по всему миру как публицист и просветитель. Хорошо, садитесь. Молодцы, ребята. Мы знаем, что Лев Толстой открыл в Ясной Поляне школу для детей, да? Для бедных детей. Так, в каких войнах принимал участие Толстой? Кто скажет, ребята? Когда ему было 23 лет, 23 года, он был на войне Кавказской войне. Так, хорошо, садитесь. Так. Ребята, теперь посмотрите, обратите внимание на эти рисунки. Что вы видите на картине? И чем эти дома отличаются друг от друга? Подумайте, пожалуйста, своими словами. Первый портрет – это богатый дом, а второй – это живет бедные, потому что в доме почти нету крыши. Так, хорошо, это ваше мнение, молодец. А бедная, как ты думаешь, в чем вот различие этих домов? Вот, пожалуйста, первое, что ты видишь? Это богатый дом. Вы так думаете, да? Это значит русский дом, да, ну я имею в виду. Он похож на детство На- Льва Толстого. на детство, где он жил, да? Да. Толстого, вы так думаете, хорошо. А еще это дом, правильно, где жили татары, да? Значит, хорошо, а это? Казахи. Вы так думаете? Казахи. Казахи или узбеки? Есть татары. Это татары жили, да? В то время. Хорошо. Молодцы, ребята. Теперь Кавказские горы. Обратите внимание. Значит, как вы думаете, что означает вот именно Кавказ? Кавказ где находится, ребята? Между Черным и Азовским морем. Хорошо. Значит, обратите внимание на карту. Кавказ – территория между Черным и
Азовскими и Каспийскими морями. Горы. Значит, действие происходит где? В Северном Кавказе. В Северном Кавказе, да? Вот Каспийское море, и дальше у нас Азовское море, и то, что мы видели с вами, прекрасные горы, да? Прекрасные Кавказские горы. Так. Кавказская война, ребята. 1817 по 1864 годы война Российской империи с горскими народами Северного Казахстана. Кавказа, извиняюсь. Борьба горцев мусульман с русскими, война мусульман с иноверцами, да? Значит, здесь действие происходит именно в данное время, где, ребята? На Кавказе. На Кавказе. Хорошо. А теперь, ребята, мы с вами поработаем над картой. Вот я вам даю ментальную карту. Ребята, сегодня мы с вами будем, значит, работать группа. Первая группа и вторая группа. Пожалуйста. Первая группа и вторая. Ментальная карта, ребята, это карта памяти. Сейчас. Так, обратите внимание на картинку, ребята. Как вы думаете, кого вы видите? Кто изображен на картинке? Ленин, Ленин был добрый человек, а Костель Толстой. Толстой разве толстый, да? Толстый, хорошо, толстый. Так, теперь первая группа, пожалуйста, работаем над картой, над ментальной по памяти. На прошлом уроке мы изучили этот рассказ, эту повесть. Теперь, пожалуйста, дайте характеристику этим двум героям. Жилину и Костылину. Давайте. Все можете писать. Давайте, пожалуйста. Так. Хорошо. Какой Костылин и какой Жилин? Работаем. Все пишут свои книги, то есть у вас есть как бы по памяти вы можете уже запомнить то, что вы читали. Да? Хорошо, вы уже выполнили. Первая группа закончили? Так, кто выступит? Пожалуйста. Маржан, ты доспех. Так, ментальная карта. Жилин, мастер на серу. Хорошо. Так, он трудолюбивый, надеется на себя, очень добрый, храбрый, великодушный и честный. Честно. Ребята, вы согласны? Да. Хорошо. Молодцы, ребята. Если вы выполнили задание, вот у вас смайлики. Вот смайлики можете что делать? Да, видите, да. Пожалуйста. Вторая группа. Так, двое давайте выступим. Костылин высокого роста, слабый, толстый и трусливый. Он слабохарактерный и очень грустный и красивый. Так, еще что вы хотите добавить от себя, Еркеблан? Он только думает о своей голове. Выгоде, да? Ну, эгоист он, да? Еще? И он не любит терпеть и ждать. Нетерпеливый. Долгое время. Значит, он нетерпеливый человек, да? Он нетерпеливый человек. Так, хорошо. Еще можно о нем, что еще можно рассказать? А? Еще какой он? Он не хочет работать. Помните, когда мы читали с вами отрывок
татары просили что? Выкуп, да? Да. Чтобы писали письмо домой, чтобы они отправили деньги, да? Выкуп. Костылин. Как поступил Костылин? Пожалуйста. Костылин. Тихо, хором не отвечаем. А? Он искал помощь от матери. Так, он хотел поехать, то есть к маме, не получилось. И он написал письмо маме, что о деньгах, чтобы мама прислала ему деньги. А Жилин указал на неверный адрес, а Костылин Он знал, что у семье мамы и нет денег. Денег, да? Значит, он какой человек? эгоист. Даже Нет, не было денег. Костылин эгоист, да? Ленивый. Хорошо, ленивый. А, пожалуйста, как вы думаете про Жилина? Он написал письмо матери? Он написал неверный адрес. Правильно, молодец. Неверный адрес. Так, хорошо, молодцы, ребята. Молодцы. Так, теперь, ребята, обратите внимание, давайте мы с вами посмотрим фрагмент из художественного фильма «Кавказский пленник». Так. Видно? Ну что ж, идете? Так, хорошо. Какие у вас ощущения по этому фильму? Как вы думаете, фрагмент вот из художественного фильма, значит, главные герои кто? Мы знаем, да? Костылин.
Так, пожалуйста, Евгения. Я понял, ответ такой, знание. Нельзя терять своих лучших друзей, когда ему плохо. Лучших друзей не будет никогда бросать, даже в беде. Хорошо. Здесь, я думаю, лучший человек Жилин, Алла. А Костылин был, ему все равно, даже в беде. Он хотел сразу пройти и уйти домой. Он не хотел там сидеть. А Жилин, если Жилин был нехорошим, он мог сам уйти и убежать. Но он думал о Костылина и с собой притащил. Хорошо, спасибо, это ваше мнение. Так, кто еще скажет ну-ка свое мнение? Вы смотрели же, да, фрагмент из фильма? Значит, они находились в плену. Как они попали в плен? Да? Пожалуйста, кроме двоих учеников, пожалуйста, директор, они попали в плен. Как ты думаешь? Как Костылин думал, чтобы скорее как бы выбраться из ситуации? Или он скорее хотел как бы заплатить выкуп? Как ты думаешь? Костылин хотел, чтобы скорее уйти из плена. А Жилин, он план устроил, как из плена сбежать. Планировал, да? Он осмотрел территорию, ребята, осмотрел. Днем у них были деревянные колодки, да? В цепях они сидели. Вот, только ночью снимали, ребята, да? И какой он вот копает землю, лаз, это яма, да? Яма. А Костылин помог ему? Нет, Он просто потому, что у него была раненая нога. И он не хотел сделать работы. Он думал, что Жилин сам будет сделать и без него убежать. Но Жилин был хорошим и взял... Он не оставил друга в беде, да? Друга в беде. Так, значит, мы знаем, из этого, значит, следует, да, из этого фильма, что Жилин очень какой? Хороший, Он надежный человек. Хорошо, ребята. Теперь, пожалуйста, открыли тетради, ребята. Открыли тетради, пишем сегодняшнее число. Все пишем 18 ноября. Лев Николаевич Толстой, Кавказский Ленин. Пишите. Без ошибок. Пишем. Так. Кавказский Ленин. Пишем. Вот, ребята, вы посмотрели, и еще мы с вами им давали характер, да, вот качества, какие у них хорошие качества в характере. Первая группа, пожалуйста, напишите качества, которые присущи Жилину. Вот то, что вы сейчас писали, вот пишите в тетради. Напишите, вторая группа, напишите качества, присущи, Костылину. Костылину. Второе. Так. Жилин, про Жилина пишем, да, про качество Жилина, а вы про качество Костылина. Тетради пишем. Без ошибок. Вот в книге «Открыли учебники», вы же открыли, да? На странице 93 есть задание «Работа в группах». Так, вы пишите качества, которые присущи Жилину и Костылину. Так, пишите. Так. Вот. Пишем без ошибок. Внизу есть опорные слова. Обратите внимание. Добрый думает о чем? О матери. О ком, то есть? Думает о матери. Еще жалеет. Это кто, ребята? Жилин. Хорошо. Пишите. Он надеется себе. Надеется на себя, да? Только на себя. А кто помогает ему, чтобы убежать?
Молодец. Так, 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 пишите. Так, еще. Он какой костыль? Костыль. Славный человек. Так, пишите, славы. Здесь есть, да. Он какой? Еще. Только думает о своей выгоде. Так, хорошо. Любит детей. Кто любит детей? Жилин. Хорошо, все, молодцы. Пишем, без ошибок. Так. Написали? Ой, молодцы, ребята. Хорошо. Так, прочитай, пожалуйста. Айша, прочитай. Костылин славный человек, на себя не надеется. Ага. Хорошо. Еще. Ждет помощи от матери. Способен на предательство. Молодец. Так. Хорошо, читай. Рассказ. Он упал в дорогу. Не принимает руки людей. Так, он уже какой человек? Славный, да? Славный. Одним словом. Так, Жанель, как вы написали? Так. Хорошо, читай. Костылин думает только о своей выгоде. Он слова характера и счастливый. Хорошо. Садитесь. Пожалуйста, Кайсар, читай Радвилина. Что ты написал? Жилин добрый, думает о матери, жалеет ее, надеется на себе, обдумывает побег, деятельный человек. Деятельный человек. Да. Сумел прижиться в ауле, работящий. Работящий, да? Работящий человек. Не может сидеть без дела. Мастер всем помогает, даже своим врагам. Врагам. Любит Хорошо. детей. Хорошо, молодец, садитесь. Так, хорошо, читай, пожалуйста. Жилин означает живущий. Жилин был добрым и надеется на себя. Он был великодушным, думал по побеге. И он не может сидеть без дела. Мастер всем помогает, даже своему врагу. Врагу. Хорошо. Так, значит, Жилин от слова какой? Добрый. Живучий, да? Живучий. Он смелый, сильный. Да? Хорошо. А Костылин? Костылин что означает? Нет. Костыль, да? Костыль. Слово костыль. Значит, этот человек хромает. Он какой? Нет, не безногий. Он какой человек? Слабохарактерный. Хорошо, ребята, молодцы. Так, теперь открыли на странице 94, так, 7-е упражнение. Как вы понимаете смысл пословицы «Друзья познаются в беде»? Так, своими словами. Так, хорошо. Кто еще? Аслан. Друзья познаются в беде. Как ты понимаешь вот эту пословицу? Смысл пословицы? Когда твой друг на беде, ты же не оставляешь ее Да, на беде. правильно. На беде ты помогаешь ему как сможешь. Правильно. И Хорошо. когда ты в беде будешь, он тоже будет тебе помогать. Помогать, защищать. Да? Защищать. Хорошо. Близкий друг познается не только в беде, но и Радость. в радости. Так, хорошо. Так, теперь человек без друзей, что дерево без корней. Как вы понимаете смысл? Пожалуйста. Хайсар. Человек без друзей – это в жизни в полном одиночестве. У тебя даже не будет настроения. Если у тебя есть друг, тогда друг тебе всегда помогает и тебя поддерживает. Хорошо. Если у тебя даже есть лучший друг не бросает в беде. Он всегда поддерживает тебя. Хорошо, молодцы. Хорошо, достаточно. Молодцы, ребята. А теперь вот мы сегодня
я вам давала опережающее задание. Упражнение 148, четвертую часть, и прочитать дома упражнение 150, пятую часть рассказа «Кавказский пленник». Так, пожалуйста, кто мне перескажет содержание этого рассказа? Так, пожалуйста, Герман Маркович, пожалуйста, хорошо. Так, пересказывайте. Так, Первая часть. хорошо. Что ты прочитал? Русский сын жил на Кавказе. Как-то раз ему позвонила старая мать и сказала, что ей плохо. И Жилин думал, что ей увидится даже последний раз. Ей последний раз даже увидеть. И взял отпуск и решил поехать к матери. У него был хороший конь. Он вырастил его даже когда ей было ребенком. Он вдруг Купил его за 100 рублей. И он по дороге увидел еще одного офицера под именем Костылин. И они поехали вместе. И он говорил Костылину, нельзя было без охраны пойти. Он знал, что перед дорогами будет ехать татары. Татары, так. Именно в то время была война, да? Да, именно в то время была война. И Жилин перепрудил Костылина. И Костылин перепрудил Костылина. И Костылин хотел увидеться под горой. Есть там... Увидел случайно, да? Увидел случайно 30 татаров и предупредил Жилина. И он предупреждал. предупреждал Жилину. И Жилин развернул свой конь и хотел уйти. Хотел убежать. Но у татаров было еще крупнее конь. И они догонялись. Сильные, да? Сильные, кони, да. Ага. И они догонялись за Жилином и расстреляли ногу коня. И конь упал, и они взяли Жилину к себе в аул. И татарские маленькие дети накидались камнями к Жилину. Смеялись, да? Смеялись. И два татары приехали и говорили о чем-то на татарском. А Жилин не мог понимать и хотел показать, и он хотел пить, но он не мог им рассказать. Как-то раз он хотел показать им руками. Потом там была черный татар под именем Абдул-Мурат. У него была один девушка, Одна дочка была, да? Дина, ей было 13 лет. Хорошо, молодец. Дальше кто продолжит? Молодцы. Молодцы, молодец, что то, что ты прочитал. Дальше продолжайте, пожалуйста, Илья. Абдул-Мурат и видел Жилина и думал, Жилин был смелым. И когда он хотел... Их же избили? Да, избили. Но Жилин не боялся и смелый был. И Жилин сказал им хорошие условия. Татары сказали, они сказали... Что сказали они? Так, можете поддержать Ильяса. Так, пожалуйста. Так, согласились они. Да, согласились. И, прошло 1 месяц, но татары их не ухаживали, дали плохой еде, Плохую еду, да? Хорошо. сырую еду. И они жили в сарае, татарском ауле. Дочь Абдул-Мурата принес им еды, молоко и сырный хлеб. Молодец. Ильяс. Так, дальше, да, пожалуйста. Марна. Прошел месяц, их кормили очень плохо. Костылин еще успел написать письмо домой и просил денег у мамы. И Костылин просто сидел и спал. А Жилин просто думал, как бы сбежать с этого аула, посмотрел, как жили
в ауле татар Осмотрел всю территорию, да? однажды он даже рукодельничал и делал из глины кукол. Однажды он сделал куклу и поставил на крышу сарая. И ее увидела Дина и позвала других татаров. Они смеялись, начали смотреть, но не решили взять эту куклу. А эта кукла понравилась Дине? Она очень понравилась. Очень понравилась, да? После этого Дина, когда все не решили взять эту куклу, и когда все ушли, Дина пришла, Жилин поставил еще рядом, потом после этого Дина пришла и украла эту куклу. Потом утром это увидел Жилин на руках Дины, и она качала эту куклу, игралась с этой куклой. Потом после этого какая-то старая татарка пришла и разбила эту куклу. А после этого это увидел Жилин. Обидно было, да? Потом Жилин еще круче сделал эту куклу. После этого на знак благодарности Дина принесла ему вместо воды молоко. Ой, молодец, молодец. Хорошо, дальше кто хочет пересказывать? Что тут? Так, хорошо. Ярослав. Прожил как месяц, днем ходит по аулу или рукодельничает. По ночи он ходит по ауле, все пересматривает. Ага. Территорию. Он все пересматривает ауле, а в ночь он копает у себя Копает? сарая. Трудно Да, в было сарае. копать от камней. Он себе сделал, Это были тяжелые камни, да? он себе подпил камни и Да. копал с них. Ой, молодец. Спасибо. Хорошо, молодец, Аслан. А теперь, ребята, у меня в руках, что вы видите? Волшебная шкатулка. Вот две шкатулки. Значит, у нас сейчас я вам хочу раздать волшебную шкатулку. Там вопросы, толстые и тонкие вопросы. Пожалуйста, по прочитанному рассказу вы должны дать ответ, да? Пожалуйста. Вопросы? Я хочу ответить. Уже ты готов, да? Хорошо, Илья. Чем занимался Кастилин? Кастилин писал письмо свою матери. Своей матери. Он писал дать денег и купить себя. Нет, не хотел писать, так что вы можете просить почему? Потому что мама была, она старая, да? Кастилин. Про Кастилина, хорошо. Кастилин. Он просил денег и не хотел побега, не думал побега. Он днем писал письмо, а вечером он спал. И он всегда бездельничал. Так, хорошо, молодец, спасибо, Ильяс. Так, Маржан. Каким оказался Кастелин, попав в плен? Он оказался потерянным и трусливым. Так, молодец. Кайсан. Как готовился Жилин к побегу? Жилин готовился к побегу, очень старался, да. И он продумал план к побегу. Долгие дни он подумал план и накопил землю. И Накопил разве? копал землю и убежал. Но их татары опять второй раз поймал. Так, первая попытка не удался. Да, не удался. Не удалась. И второго раза, значит, он мог Да. сбежать. Хорошо, садись. Так, вторая группа. Читай. Почему Жилин предложил Кастилину бежать с ним? Потому что Кастилин друг Жилина. Жилин бежал.
бросить, не хотел бросить. Да, не хотел оставить его в беде. Хорошо, садись. Пожалуйста, Жанель. Есть вопрос? У вас есть вопрос? Пожалуйста, читайте. Как прожил Жилин месяц? Жилин прожил 1 месяц, обыскав все место плена. Потому что он хотел убежать, он не дождался, пока его выкупить. Он обыскал все землю он обыскал все территории и нашел один землю, и он копал все месяц. Сарай. Хорошо, садитесь. Бердаля. Бердаля, пожалуйста. Объясните причину колебания Христина перед победой. Он колебался. Причина в том, что если бы его поймали, тогда бы их наказало еще жестче. Так, хорошо, спасибо, достаточно. Теперь, ребята, обратите внимание, как рефлексия, да? Посмотрите, рефлексия радуга. Ребята, сегодняшний наш урок вам понравился? Да. Очень понравился. Значит, в этом году, ребята, я хочу вам сказать, что по всему Казахстану мы отмечали 150-летие Ахмету Байтурсынову. Он великий просветитель, казахский ученый, да? Реформатор, публицист. Он просветитель, он написал, то есть создал первый алфавит, букварь. Почему я говорю об этом великолепном человеке? Потому что мы можем сказать, что великий русский писатель Лев Толстой тоже создал азбуку. Он тоже не только писатель, не только ученый, но и философ. И он великолепный тоже мыслитель, правильно. Так, теперь я хочу вам сказать, вот сегодня, теперь я могу, что вы можете, ребята, я научился, было трудно, у меня получилось, было интересно, меня удивило. Сегодня я узнал самое интересное, о чем вы узнали, о ком узнали. Хорошо? Сейчас прямо напишите, прямо вот у вас смайлики. Можете вот сюда приклеить. Пожалуйста. Вот же у нас, вот сюда. Первая группа вот сюда приклейте. Вторая группа приклейте вот сюда. Это рефлексия радуга. Радуга какого цвета? Зеленого, красного, оранжевого, желтого цвета, да? Значит, вы можете написать свои мнения. Пожалуйста. И еще я вам хочу сказать, ребята, у нас выставка книг, обратите внимание, у нас в библиотеке есть интересные книги, посвященные творчеству Льва Николаевича Толстого. Так, читайте, познайте самое интересное из его творчества. Пожалуйста, потом во время звонка можете подойти и посмотреть, ребята. Хорошо? Так, вы написали? Да. Можете приклеить. Ребята, сегодня на уроке хорошо ответили, то есть работали, то есть ответили на вопросы, пересказывали рассказы. Ребята, так, Еркеблан 10 баллов. Ильяс получает 10 баллов. Хайсар 9 баллов получает. Так, Ахтурун 10 баллов. Айша 8 баллов. Бердаля 7 баллов. Жумальда 8 баллов. Так, Жанель, она у нас скромная, но все задания выполнила. Молодец, 7 баллов. Аслан 8 баллов. 8 баллов Жибек. Так, у нас Диана тоже получает 8 баллов. Ребята, урок был интересен для вас? Да. Написали?
поработали отлично. Урок окончен. До свидания. Домашнее задание, извиняюсь, домашнее задание дома. Напишите мини-сочинение, напишите в тетради мини-сочинение на тему, каким я должен быть, чтобы меня уважали. Значит, о чем мы будем писать? О себе, о человеческом качестве, да? Напишите мини-сочинение. Прочитайте выразительно 4-ю и 5-ю часть рассказа.